Предупреждение пожаров в осенне-зимний период силами Главного управления МЧС по Якутии и Государственной противопожарной службы республики осуществляются профилактические мероприятия, и направлены они на предупреждение возгораниях жилых массивов. Об этом мы сегодня и будем говорить, ведь сегодня в нашей студии временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску Николай Кириллин. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот согласно статистике, все-таки большинство пожаров возникает именно в жилых секторах, это жилые массивы, да, и какова причина основная возгораний? Так, на сегодняшний день у нас действительно пожары в основном идут в частном секторе. Основными причинами данных пожаров является это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и нарушение правил устройства печей, а также, конечно, не остается без внимания неосторожное обращение с огнем. Вот три основные нарушения, причины имеются на сегодняшний день. Ну, с началом отопительного сезона очень многие службы нашего города, да, республики проводят какие-то профилактические работы. Вот какая работа ведется именно в вашем направлении? Так, на сегодняшний день и также вообще с начала года, 2018 года, силами Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия и противопожарной службой республики у нас проведены рейдовые мероприятия, всего 1926 рейдовых мероприятий, при котором было обследование всего 74 307 объектов, это именно жилой сектор, жилые дома. И при этом также было проинструктировано всего граждан, более 600 тысяч граждан. Также в данном случае остались без внимания места проживания лиц, которые отнесены к риску, особому риску. Это 4506 непосредственно семей было охвачено при этом. Но также были выступления в средствах массовой информации, это в печатных изданиях 137 было выпущено, опубликовано изданий. Были также организованы именно в телевидении выступления 132 и также 345 в радио. Ну, работа действительно большая проделана, но нам известно, что у вас в планах еще и совместная работа с другими органами государственной власти. Вот расскажите о ней поподробнее, что за работа, какие органы планируется привлечь? Так, на сегодняшний день продолжается именно по этому направлению работа. Так, на сегодняшний день также будут рейдовые мероприятия возобновлены именно с ведомствами, другими ведомствами. В данном ведомстве включаем мы в рейдовые мероприятия участковой полиции и с округов, имея в виду городской округ, чтобы работники также участвовали. Ну вот в ходе подобных профилактических работ, которые проводятся у вас ежегодно, какие нарушения чаще всего выявляются и как бороться с такими гражданами? Так, в данном случае при таких рейдовых мероприятиях и при обследованиях жилых секторов у нас чаще всего именно по электропроводке идет нарушение. Это то есть эксплуатируются оголенные провода, которые могут привести к пожарам, и либо электронагревательные приборы, которые также эксплуатируются без учета тех требований, также и по печам. В основном у нас получается жилой сектор в некоторых частях населения отапливается печами, дровами непосредственно. У них по разделке основные нарушения такие. А также где многоквартирные жилые дома у нас, именно по электрохозяйству и по огнезащитным покрытиям штукатурки непосредственно внутренние, которые также играют большую роль при возгорании. А насколько опасны те случаи, сейчас же все-таки, да, зима, и многие автолюбители, а то и увидишь там с какого-нибудь этажа провод в гараж идет,
Кто-то самовольно это все делает, кто-то в частном доме греет автомобиль, то есть гараж, в принципе, не теплый, да, просто греет. Насколько опасны вот такие ситуации? Ну, конечно, данные способы, конечно, они опасны и влекут за собой как бы плачевные последствия. В данном случае у нас также по таким поводам бывают обращения граждан, по которым мы конкретно отреагируем и привлекаем к ответственности данных лиц. А что вообще грозит правонарушителям в данном случае, если коротко очень? Если коротко, получается, нарушение требований пожарной безопасности на сегодняшний день законодательством предусмотрена статья 20.4, часть 1, в которой предусмотрено в отношении физлиц штрафные санкции, от предупреждения до штрафных санкций до 1500. Мгм. Николай Николаевич, большое спасибо вам за то, что пришли, поделились такой важной, ценной информацией. Я думаю, что все телезрители обязательно прислушаются и будут соблюдать правила пожарной безопасности. На этом новый день подошел к концу. Смотрите нас завтра в это же время. В это же